Приветствую вас, друзья, с вами я, Михаил Сергеев. На этой неделе Камрад посетил глава службы информации и безопасности Александру Мустяце. Служба информации и безопасности не давала никаких комментариев по этому поводу, а сам Александр Мустяце не ответил на вопрос журналиста радио Молдова Камрад о целях своего визита в исполком и в Народное собрание. Однако позже из прессы мы узнали, что Александр Мустяце посещал и Народное собрание, и исполком Гагаузии для того, чтобы обсудить связь гагаузских политиков с Шором, ситуацию на общественной телерадиокомпании или в общественной телерадиокомпании ГРТ, интересовался, когда гагаузские власти и депутаты намереваются назначить следующие выборы в Народное собрание Гагаузии. И, по словам Константинова, Мустяце якобы также интересовался деятельностью рабочей группы парламента Республики Молдова и Народного собрания Гагаузии. Как вы помните, Народное собрание Гагаузии добровольно вышло из рабочей группы после захвата Гагаузии ОПГ Шора. Что мы увидели после визита Александру Мустяце? На первый взгляд, начались какие-то шевеления в Народном собрании, которые можно воспринимать или интерпретировать как то, что Константинов облагоразумился и начал демонстрировать проблески здравого смысла. Однако, если присмотреться, то я не вижу абсолютно никаких изменений. Ну и сам факт того, что человек, передавший Гагаузию Шору на блюдечке с голубой каемочкой, до сих пор находится там, где он находится, и против него не возбуждено никакого уголовного дела за преступление, которое он совершил, и более того, судя по всему, он и дальше будет выступать от имени Гагаузии во взаимоотношениях с Кишиневым. Если это все так, то, к сожалению, мы можем констатировать, что Кишинев, наверное, не сделал никаких выводов. Но это только пока. Посмотрим, как пойдут дела дальше. Что же мы видим сейчас, вот на данный момент? Мы видим Константинова, который, как и прежде, выеживается перед камерами и делает вид, что ничего не случилось. Более того, его заявления говорят о том, что это якобы он решил вернуться к диалогу. И что якобы Гагаузия всегда хотела диалога, а вот Кишинев не хотел диалога. И что он видит, что по итогам парламентских выборов в парламент пришла новая кровь, как выразился Константинов. Наверное, имея в виду Владимира Воронина. Я не знаю еще, какую молодую кровь он там увидел. И что у него якобы есть надежда на то, что сейчас все должно быть нормально. При этом Константинов ничего не сказал, что это он вывел Гагаузию из диалога, громко хлопнув дверью под выдуманным предлогом и без объяснения причин. Это он демонстрировал неадекватное поведение. Константинов не сказал ни слова, что он и его подельники дали возможность Шору развернуть в Гагаузии целую операцию по подрыву безопасности Республики Молдова и фальсификации выборов в парламент, выборов президента и референдума. Я и так собирался выйти на эфир, говорит Константинов. Но почему-то вышел на эфир, как он говорит, только после того, как в Гагаузию приехал Александр Мустяце. После выборов ни Константинов, ни его подельники не промолвили ни слова. Наверное, до сих пор осознают, что случилось. И понятно почему, потому что Константинов явно был уверен в том, что ПАС с треском проиграет парламентские выборы. Он также, наверное, надеялся и был уверен в том, что сюда придут русские и сделают его гауляйтером не только Гагаузии, но и всей Республики Молдова. Я даже не сомневаюсь, что он так думал и мечтал об этом. Если анализировать дальше действия Константинова и Народного собрания после визита Александра Мустяце, то надежды на здравый смысл в Народном собрании улетучиваются. Сегодня появилась новость о том, что юридическая комиссия Народного собрания направила письмо наблюдательному совету общественной телерадиокомпании ГРТ провести соответствующую проверку с заслушиванием руководства ОК ГРТ и представить отчет в Народное собрание, где должна быть отражена реакция на выводы Совета по телевидению и радио, который выявил ряд нарушений в деятельности ОК ГРТ. Следует отметить, что Совет по телевидению и радио Республики Молдова недавно направил в Народное собрание письмо, где представил результаты мониторинга ОК ГРТ. Этот мониторинг выявил многочисленные нарушения законодательства Республики Молдова. Как вы знаете, за эти нарушения Совет по телевидению и радио неоднократно штрафовал ОК ГРТ. Если говорить о письме, которое юридическая комиссия Народного собрания направила наблюдательному совету ОК ГРТ после визита Александра Мустяце, возникает вопрос. Господа члены ОПГ Шора в Народном собрании, вы
вообще кого держите за идиотов? Что значит вы просите наблюдательный совет рассмотреть вывод совета по телевидению и радио? Вы что, не знаете, что творится на УК ГРТ? Или вы хотите нам сказать, что Константинов вообще не причастен к тому беспределу, который творится на УК ГРТ? Это письмо есть не что иное, как наглое и циничное поведение со стороны Константинова, будто все забыли, что он превратил УК ГРТ в своего цепного пса, который на протяжении последних 3 лет только и занимается тем, что атакует правящую партию, атакует критиков Шора и Народного собрания и организовывает кампанию по унижению и травлю отдельных министров. Давайте вспомним случай с Андреем Спыну. Как вы помните, тогда, когда Андрей Спын сюда приезжал в должности министра, он приехал на ГРТ по приглашению Ирины Караман, скандальной персоны, обслуживающей ОПГ Шора на общественном телевидении. И вдруг, откуда ни возьмись, в студии, в момент, когда Ирина Караман записывала интервью с Андреем Спыну, вошел Дмитрий Константинов. Ирина Караман вместо того, чтобы попросить Константинова покинуть студию и не мешать записывать передачу, наоборот, стала настаивать на том, что Спыну должен остаться и поговорить с Константиновым. Этот момент четко показал тогда, что Константинов контролирует деятельность ОК ГРТ и вместе с журналистами планирует кампанию травли против своих оппонентов. И тут, видите ли, юридическая комиссия просит наблюдательный совет ОК ГРТ разобраться в ситуации. А может, юридическая комиссия не туда направила письмо? Может, его надо было отправлять Константинову, потому что он на ГРТ и председатель, и наблюдательный совет, и журналист. И давайте не забывать, что тот же Константинов голосами купленного большинства в Народном собрании изменил закон о телерадиовещании Гагаузии, который теперь позволяет уволить любого члена наблюдательного совета без объяснения причины. Тогда Константинов это сделал для того, чтобы сформировать наблюдательный совет ГРТ под Шора. Этот процесс тогда курировал Михаил Влах, который был председателем наблюдательного совета. И после того, как он сформировал нужный Шору наблюдательный совет, Михаил Влах перешел в должность советника Башкана по СМИ. Если Константинов на самом деле намерен наводить порядок в УК ГРТ, то он давно должен был как минимум отправить в отставку наблюдательный совет, который организовал все вот это вот, весь этот беспредел на ГРТ. И с точки зрения местного законодательства, которое Константинов сам изменил, это не будет нарушением. А так Константинов просто держит всех за идиотов и занимается очковтирательством. Еще одним эпизодом очковтирательства является его реакция на визит главы СИБа. Константинов рассказывает нам, какой он весь открытый к диалогу и конструктивный, но при этом игнорирует тот факт, что говорить с ним о ситуации в Гагаузии приехал глава службы информации и безопасности. Раньше со стороны Кишинева за контакты с Камрадом отвечали в разное время советники президента или госсекретари правительства. В частности, мы знаем, что в момент, когда начала обостряться ситуация между Камрадом и Кишиневым, со стороны Кишинева контактным лицом был Влад Кульминский, гражданский человек, эксперт, теперь посол Республики Молдова в США. Все усилия господина Кульминского не дали результата не потому, что господин Кульминский плохо делал свою работу, а потому что Константинов и его окружение демонстрировали полный неадекват. Задача Константинова и его окружения была в том, чтобы сильнее нагадить Кишиневу и дестабилизировать не только Гагаузию, но и всю Республику Молдова. После того, как Кишинев четко понял, что Гагаузия представляет угрозу безопасности для Молдовы, Кишинев решил сменить переговорщика. Теперь, как мы понимаем, отвечать за контакты Кишинева с Гагаузией будет не советник президента или госсекретарь правительства, а глава службы информации и безопасности. Но Константинов делает вид, что все хорошо, что так и должно быть. Если Константинов не понимает, я ему объясню. Задача СИБ не налаживать диалог. Задача СИБ устранять угрозы для страны. И Гагаузия в данном случае воспринимается как угроза, что не очень хорошо для Гагаузии. Чуть ранее, как вы помните, на одной из пресс-конференций или брифингов Александр Мустяце обозначил Гагаузию как угрозу для безопасности для Республики Молдова в контексте гибридной войны России против Республики Молдова. Но Константинов либо не в состоянии понять, либо прикидывается, что не понимает, что Гагаузия является проблемой. И причина, по которой Гагаузия сегодня воспринимается как угроза безопасности, это Константинов. Он, конечно, не единственный, но он один из тех, кто подвел Гагаузию к пропасти и превратил
в источник угрозы безопасности для Республики Молдова и ее граждан. Константинов ведет себя так, будто ничего не произошло, и он дальше должен быть главным в этом диалоге с Кишиневым со стороны Камрад. В контексте визита Александру Мустяца в Гагаузию и резкого оживления Константинова возникает вполне закономерный вопрос. Что дальше? Этот визит, я имею в виду визит Александру Мустяца, был просто визитом, чтобы успокоить общественное мнение, которое после парламентских выборов справедливо задает вопрос, как Кишинев будет решать гагаузскую проблему, или у Кишинева на самом деле созрел какой-то план. Какие бы планы ни были у Кишинева, главное мое беспокойство, и судя по реакции в социальных сетях, не только мое, состоит в том, чтобы Константинов не стал опять тем, на кого Кишинев делает ставку, как мы это видели неоднократно. И в этом плане мы не можем сказать, что ПАС чистенький или отличается чем-то от предыдущей власти. За партией ПАС тоже есть грешок, который состоял в том, что ПАС пытался договориться с тем же Константиновым. Мы знаем о попытках Ричана убедить, например, Константинова и подконтрольных ему депутатов НСГ в том, что Народное собрание не должно утверждать исполком беглого преступника Илона Шора. Наверное, плохо убеждали. Я не могу утверждать, что Кишинев делал ставку на Константинова, однако явно была видна попытка и желание Кишинева о чем-то с ним договориться. Но Константинов в свойственной ему манере кинул в очередной раз Кишинев. Также злые языки утверждают, что партия ПАС помогла таки Константинову стать председателем Народного собрания в начале 2022 года. Я не могу этого ни подтвердить, ни опровергнуть. Вполне возможно, тогда Константинов казался Кишиневу, где к власти только пришел ПАС, меньшим злом по сравнению с Виктором Петровым. И Кишинев решил, что лучше сделать ставку на Дмитрия Константинова в борьбе за кресло спикера, чтобы не допустить Петрова к власти. Однако Константинов оказался теми же кремлевскими яйцами, только в профиль. Опять же, я не утверждаю, что ПАС помог Константинову стать спикером. Об этом говорят злые языки. Но и опровергнуть я этого тоже не могу, потому что ПАС по этому поводу не сделал никаких заявлений и никак это не прокомментировал. В этом контексте хотелось бы обратить внимание на одну, такую маленькую, но очень важную деталь. Ближайшие соратники Константинова, которые вместе с ним передали Гагаузию Шору, фигурируют в санкционных списках партнеров Республики Молдова. А Константинов не фигурирует. Михаил Влах, Илья Узун, Евгения Гуцул, Виктор Петров, даже Ирина Влах включены в международные санкционные списки. Только не Константинов. И тут возникает вопрос, а разве Константинов не делал то же самое, что делали Гуцул, Влах и Узун? Конечно, делал, и даже больше. Или, может, кто-то держит Константинова как потенциального партнера для диалога с Гагаузией? И если это так, то это очень глупый и недальновидный подход. Давайте освежим в памяти политический бэкграунд Константинова и попытаемся снять у некоторых людей в Кишиневе розовые очки в отношении этого персонажа, если они имеются. Если кто-то считает, что он бизнесмен и с ним можно будет договориться, например, по деньгам, то он глубоко ошибается. Константинов с 2014 года ведет себя как верный актив Кремля. И все его действия так или иначе обеспечивали Кремлю нужные решения в Гагаузии. Очевидно, Константинова не интересуют деньги. И все политические действия Константинова, начиная с 2012 года, очень хорошо задокументированы и находятся в открытом доступе. В 2012 году Константинов стал председателем Народного собрания в первый раз усилиями Влада Плохотнюка, который тогда тоже сделал ставку на Константинова и купил для него большинство в Народном собрании, рассчитывая, наверное, на то, что Константинов будет ему под контролем. Но в 2014 году, когда Кремлю понадобилось устроить те самые пресловутые гагаузские референдумы, тогда Константинов кинул Плохотнюка и обеспечил в Народном собрании решение по проведению этих самых референдумов. Без голосов Константинова эти референдумы не состоялись бы. И если посмотреть, кто вместе с Константиновым тогда переметнулся и задвигал за эти референдумы, то мы видим, что они все сегодня у власти в Гагаузии. Сам Константинов, Илья Узун, который исполняет обязанности башкана Гагаузии, Михаил Влах, главный по шоровским протестам в Гагаузии. Сегодня Дмитрий Константинов
пригрел в Народном собрании Ивана Бургуджи, который летом 22 года заявил российскому журналисту Илье Азару, что если Кишинев будет извините, да, но я в данном случае цитирую его, то Кремль ракеты по Кишиневу. Тот же Константинов пригрел в Народном собрании Анатолия Кара, который в 2014 году рекрутировал молодых людей и отправлял их в тренировочные лагеря в России, где они отрабатывали технику стрельбы и технику организации провокаций. Потом тот же Константинов руками Михаила Влаха организовал в Гагаузии серию антикишиневских и пророссийских протестов, начиная с августа 22 года. На одном из таких протестов, как вы помните, призывали привести в Камрад Майю Санду, чтобы разорвать ее как собаку. Я в данном случае цитирую одну из протестующих. Эти протесты были разогревом перед протестами Шора в Кишиневе, так называемыми протестами. Константинов защищал результат Евгении Гуцул во время визита ЧНА в мае 2023 года после выборов Башкана, когда ЧНА приехал в Камрад. Тогда он организовал экстренное заседание Народного собрания, куда собрал и депутатов Народного собрания, и примаров. На том заседании он заявил, что если суд не признает Гуцул Башканом, то это сделает Народное собрание своим решением. Тот же Константинов организовал тогда протест, который препятствовал работе ЧНА в расследовании случаев коррупции на выборах Башкана 2023 года. Как вы помните, после выборов Башкана он оказался на встрече с Шором в Израиле вместе с Ильей Узуном и Михаилом Влахом, откуда они приехали с обещанием, что Шор инвестирует в Гагаузию $500 миллионов. И этот же Константинов неоднократно был с Евгенией Гуцул в Москве, где встречался с Матвиенко и представителями Промсвязьбанка. Константинов, по сути, был одним из организаторов схемы подкупа избирателей через Промсвязьбанк. А сегодня Константинов говорит о большой любви к Республике Молдова. Анализируя его политическую деятельность за последние 15 лет, я не нахожу подтверждения того, что он любит Молдову. Я нахожу подтверждение того, что он любит русский мир, всячески пытается его сюда привести и разрушить Республику Молдова. Если Кишинев по-прежнему видит в Константинове партнера для диалога и человека, который может что-то здесь решать в интересах Республики Молдова, то мне кажется, это большая ошибка. Место Константинова не в кресле председателя Народного собрания и тем более не в кресле переговорщика с Кишиневым. Его место на скамье подсудимых за те преступления, которые он совершил. Заявляя это, я не нарушаю презумпцию невиновности в отношении Константинова. Это мое оценочное суждение, которое базируется на фактах. И я надеюсь, Кишинев понимает, что ситуация в Гагаузии не настолько безнадежна, чтобы делать опять ставку на Константинова. Если Кишинев и партия ПАС не извлекут уроки из ситуации с Константиновым и продолжат работу с ним или позволят ему и его подельникам прийти к власти в Гагаузии на следующих выборах, это означает, что Россия и дальше будет контролировать Гагаузию через преданных ей людей. А это, в свою очередь, означает, что Россия сможет использовать Гагаузию в самый неподходящий момент. Например, в конце 2028 года, когда планируется завершение переговоров о вступлении Молдовы в Европейский Союз. Как Россия может использовать Гагаузию? Очень просто. Например, так же, как в 2014 году, организовав какой-то референдум о том, что Гагаузия не хочет в ЕС, или какой-то очередной съезд депутатов всех уровней. Это может серьезно подорвать шансы Молдовы на завершение переговоров. Такой сценарий нельзя исключать, если такие, как Константинов, и дальше будут управлять Гагаузией или каким-то образом влиять на процесс принятия решений в Гагаузии.